Добрый день, вы смотрите дневное шоу «Канарейки». Мы, его ведущие, Мадина Русланова и Виктория Будаева, приветствуем вас. Сегодня у нас очень интересный эфир, и я предлагаю вам провести его вместе с нами. Какие-то любимые отечественные фильмы из твоего детства? Да, конечно, есть, но, наверное, так сразу я их не вспомню. Ты знаешь, я недавно думала об этом, и почему-то мне в голову сразу пришел фильм с Юрием Никулиным «Ко мне, Мухтар». Посмотрев его в детстве, я тогда четко осознала, что хочу собаку, потому что понимала, какой она на самом деле верный друг. Кстати, это очень хорошее кино. Я помню тоже, когда смотрела его, меня очень удивляло, как они так обучают собак. И все же это очень удивительная профессия, наверняка, чтобы обладать ею, чтобы ее освоить, требуются какие-то особые навыки от природы. Ну что ж, я думаю, что не стоит гадать по этому поводу. Лучше, конечно, об этих навыках спросить специалистов, которые непосредственно в этой профессии. И не просто так, конечно, кинологи у нас сегодня в студии, потому что сегодня их профессиональный праздник. И мы, конечно, хотели бы именно у них спросить, во-первых, поздравить с профессиональным праздником, а во-вторых, узнать о всех тонкостях их работы. Сегодня у нас в гостях Артур Цогоев, начальник кинологического подразделения Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, и Анжела Бузарова, старший лейтенант полиции, инспектор-кинолог. И они пришли к нам со своими питомцами. Это бельгийская овчарка Деймон и лабрадор по кличке Габи. Приветствуем наших гостей и проходим к ним. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте. Очень рада вас видеть У вас очень в такой плотный компании. график, но вы нашли время для нас. Лежать. А можно его гладить? Можно. Прекрасно. Спасибо, да, что сегодня вы пришли к нам в студию. И не могу не спросить. Начнем с того, как вы решили стать кинологами и вообще, где этому обучают? Пусть девушку пока расскажет. Анжела. На самом деле это большая любовь к животным. Первое, основное, это непосредственно нужно любить животное, понимать его, чувствовать его. После этого можно и выбрать, конечно, такую профессию. Я окончила Ростовскую школу служебно-розыскного собаководства по направлению поиска, обнаружения, обозначения наркотических средств. Данная собака обучалась полгода. Прекрасно обучилась, научилась всему поисковым всем мероприятиям, которые были необходимы для собаки. Прекрасно работает, знает, что от нее хотят. И самое главное, она безотказно работает. А вы участвовали в процессе ее обучения? Вы были бок о бок рядом? Обязательно, обязательно. Специалист-кинолог в данном случае обязан обучить сам свою служебную собаку, чтобы в дальнейшем нести службу вместе. То есть не бывает такого, что кто-то обучил и потом передали. Кинолог со служебной собакой направляется в Ростовскую школу и обучается. После чего они получают диплом об окончании этой школы и потом возвращаются на службу в дальнейшем. А как произошел выбор? Вы друг друга выбрали или так получилось, что просто к вам вот представили это животное, сказали, На самом это ваша деле, собака? с Деймоном я очень сильно хотела бельгийскую овчарку. Они буквально недавно у нас появились, именно начали работать с такими собаками. Раньше в основном работали с немецкими овчарками, они были более удобными, с лабрадорами, вот такими красавицами, со спаниелями. И вот сейчас у нас нововведение, это бельгийская овчарка, очень выносливая, очень поддается хорошо дрессировке и очень четко работает, и она очень удобна в оперативно-розыскной деятельности. И я очень сильно хотела, и мне дали эту служебную собаку. У нас есть закуп служебных собак, после чего мне его дали щенком, ему было 4 месяца на тот момент. Дрессировочным процессу он очень тяжело поддавался, потому что он был щенком, еще хотел играться, ему не до меня было. Но я совсем справилась, научили его, обучили всему и прекрасно. То есть вы только с этой собакой, да, работаете непосредственно? Это моя уже третья собака. Третья собака. Да. То есть со временем собака или списывается по окончании службы и дают уже другую собаку, щенка или уже более взрослую собаку, с которой ты в дальнейшем будешь. Но это мы еще подробности выясним. Да. Артур, расскажите, как вы сошлись с Габи, как вы друг друга выбрали, или, может быть, это было случайно?
Ну, не то, что случайно. Да. Вам рассказать с самого начала, как начиналась моя карьера? Но это Или интересно, именно с почему? Габи? Нам Почему, очень интересно, да? как вы к этому пришли. Ну, я Начнем с пришел, у меня дядя разводчик, заводчик волкодавов, бойцовских именно. И все детство я провел в селе Нагир, выгуливая собак на берегу Терека, там одну, вторую, третью. Ну, и так я собак любил, но это меня еще сильнее приобщило к работе с собаками. Это вообще я был маленьким, там с 4 или 5 лет, ну, еще в этом возрасте я не выгуливал собак, но уже чуть повзрослев, уже на поводке вел большого волкодава. Бывало такое Кто кого даже, вел? что Вы волкодава он или меня вас? вел. Ну, и после этого, как бы, это вообще судьба, что меня привела в эту службу. Чисто случайно я встретил своего родственника, близкого, который уже устроился в кинологическую службу. И он мне предложил, он знал, что я все детство провел с собаками, и он мне предложил: ты не хочешь пойти на работу в кинологическую службу в МВД? Я в МВД тоже начинал, закончил Ростовскую школу служебно-розыскного собаководства. То есть вы, в принципе, одну и ту же школу, да, Да, закончили, у получается? меня моя собака была по поиску взрывных устройств, оружия и боеприпасов. И 5 лет я отработал в МВД, потом, тоже судьба так решила, что мне надо было уходить в МЧС, да. И мне тоже друг предложил: давай пойдем в МЧС, там требуются кинологи. Мы пришли, там 2 кинолога требовались. Он сначала стал начальником кинологического подразделения, я стал спасателем. Просто у нас должность спасатель-кинолог. Ну, даже все должности спасателей, только специфика у нас больше Разная. кинологическая. И, для начала мы построили вольеры для собак, а потом уже рядом находилось садоводческое товарищество, и там бабушки копались в своих огородах. И мимо проходила, каждый день проходила бабушка, она видела, что мы строим вольеры, она знала, что мы кинологи, что в скором будущем нам нужны будут собаки, и она нам сказала, что скоро у ее дочки и собаки будут щенята. Если вы хотите, я могу позвонить мне и сказать, что вам нужны. Я говорю, можно будет. И на тот момент я уже один работал в кинологическом подразделении. И я договорился, приехал в семью, все щенята спали. И вот Габи именно, она не спала, она ко всем щенятам подходила, там Активная дергала была их. самая, да? Это для меня это было сразу знак, что это самый лучший щенок, что. В общем, вы друг друга выбрали, по сути. Да. Но я начальник кинологического подразделения, и я именно занимаюсь подготовкой всех собак. У нас такой процесс, у нас на обучение, если ты едешь на месяц, и ты туда должен приехать уже с подготовленной собакой, и ты туда только едешь, там, сдать экзамены и пройти сертификационные испытания, которые у нас проходят ежегодно. Для того, чтобы наши собаки могли участвовать в поисково-спасательных работах, для этого у них должна быть аттестация. И вот, я выбрал 2 собак на тот момент,
мы начали процесс дрессировки. Это очень сложный, очень трудоемкий, что в денежном плане, что во времени найти людей, которых ты прячешь. Ты должен сначала обучить людей, как работать с собаками. С собакой, которая к человеку прибежала, и что он должен делать для того, чтобы собака залаяла. В общем, такой Рабочий трудоемкий у вас получается процесс. Рабочий инструмент наших собак – это голос, потому что при нахождении живого человека она должна лаять. Голос. Ну вот про собак примерно, извини, Мадин, примерно понятно, а вот какими качествами, Анжела, как вы считаете, должен обладать кинолог, который работает, вот, например, в МВД? Самое основное, что у нас есть, это обладать вот неимоверным терпением. Терпение. Обязательно, потому что это, как мой коллега заверил нас, что это очень трудоемкий, очень тяжелый труд. Научить собаку. Тут человека не научишь, а тут надо животное обучить всему тому, что необходимо для служебной деятельности. Поэтому это основное требование к кинологу – терпение и любовь к животным обязательно. Ну что ж, на мой взгляд, дрессировка – это очень сложное, да, как мы уже убедились, очень серьезное дело. Но собак, как мы знаем, дрессируют не только в целях работы и их профессиональной деятельности. Простые любители, собаководы тоже с интересом занимаются дрессировкой четвероногих. Давайте вместе посмотрим, как это происходит у них, и потом вернемся к беседе. Питомец как ребенок, к его приобретению нужно подходить со всей серьезностью, ведь забота о нем лежит преимущественно на плечах своего хозяина. За ним нужно убирать, кормить, а еще дрессировать. Кинологи отмечают, это самая важная составляющая воспитания питомца, позволяющая создать прочную связь между собакой и семьей. Ну, это очень долгий процесс. Все нужно начинать с того момента, когда щенок уже может социализироваться. Это достаточно долгий процесс, он должен правильно быть направлен. Для того, чтобы чего-то добиться, нужно прежде всего знать о критериях собак, то есть о жизненных критериях, через которые можно воздействовать на собаку, через которые собака могла бы вас понимать. Прежде чем начать занятия, нужно составить план, так как дрессировка собак должна быть регулярной. Таким образом, изучая разные команды, хозяин способен приучить питомца к безопасному для него самого поведению, улучшить его двигательные способности, скорость и реакцию. Ну, во-первых, нельзя наказывать собак, поскольку если вы ее ничему не научили, через определенные вот такие вот воздействия, скажем, грубые, вы ничего не добьетесь, только будет отторжение от вас. Если же вы собаку научили чему-то, ее уже наказывать не за что будет. Научить своего питомца командам вполне возможно, если вы, конечно, обладаете достаточными знаниями. Однако так бывает не со всеми. В большинстве случаев хозяин, в отличие от кинолога, не знает, как правильно дрессировать собаку, а потому не видит желаемых результатов. Именно поэтому кинологи советуют заниматься с профессиональными инструкторами. Можно обратиться в клуб собаководства наш республиканский. Это достаточно такой старый клуб собаководства, ему уже 45, даже больше лет. Здесь накоплен большой очень опыт, и поэтому, если вы обратитесь, то мы вам поможем в этом плане, как действовать правильно, как меньше затратить времени на то, чтобы собаки начали слушаться. Поэтому все вопросы вы там получите. Азамат вместе со своим маленьким другом Артом тоже ходит в клуб любителей собак. Благодаря регулярным занятиям он уже знает базовые команды. Я начал заниматься в клубе собаководства с возраста его 1 год, так как заметил, что появились очень большие проблески в послушании. Собака стала неконтролируемая. Собака убегала часто, тянула поводок. Ну и, в принципе, бытовые моменты, в которых она не слушалась, в которых не было определенных умений. И тогда я обратился в клуб собаководства.
Воспитывайте своего любимца лично, но под присмотром профессионального кинолога. Тогда ваш питомец точно отблагодарит вас своей верностью, а ваши вещи останутся в целости и сохранности. Анна Супоева, Майрбек Дидикаев, Бимбулат Зуцев, Осетия и Рюштон. Что ж, лишний раз убеждаемся в том, что дрессировка – это очень даже нелегкое дело, как для хозяина, так и для собаки. Да, это точно. Вот вы уже сказали, что у собаки есть определенный срок службы, да? А какой это срок и что происходит с ними после, да, того, как они уже завершают, так сказать, свою карьеру профессиональную? Служебная собака у нас работает 8 лет. После этого проверяет комиссионно, проверяет ее рабочее качество, может она еще нести службу или нет. И ей после этого продлевают комиссионно еще на 1 год. Если собака не в состоянии в дальнейшем нести службу, ее списывают. И, естественно, кинолог забирает собаку к себе домой. Это получается, что у вас уже дома 3-я собака будет? К сожалению, 1 собака у меня погибла, а другая собака, конечно, да. По-другому никак. То есть это получается, когда вы шли в кинологию, вы знали заранее, что у вас дома потом будет много собак? Ну, это немного будет неправильно по отношению к собаке, если ты с ним 8 лет прослужил, бок о бок, да, конечно. А как они между собой ладят тогда? Собаки же обученные. Если, допустим, мальчик-девочка дома, то спокойно. Если же мальчик-мальчик дома, то, конечно, надо ограждение ставить. Да, немного сложнее, потому что мальчики не дружат друг с другом. А вот сейчас Дэймон в каком возрасте? Ему 5 лет сейчас. 5 лет. А Габи? Габи вот через месяц 11 будет. 11? Да, а сколько она уже в работе? В работе она с 9 месяцев. Ого, это все это время Самую она первую на службе. аттестацию она прошла в 11 месяцев. Последнюю аттестацию мы проходили в Лаганаке. Это горно-лавинная аттестация 2 месяца назад. Да, и она показала очень хорошие результаты. То есть еще будет служить? Можете работать Ну еще да, долго, да, это получается? она работает в МЧС, совсем другая ситуация, тоже комиссионно все делается, но в основном решает аттестационная комиссия при прохождении сертификационных испытаний. Если собака проходит, значит у нее все с работой отлично. Для того, чтобы она прошла аттестацию, любую, она должна в любой среде найти 3 человека, условно пострадавших, за 20 минут. То есть вот такого ориентира, как в МВД, на 9-летний возраст нет в МЧС? Нет, такого нет. А вы тоже забираете собаку себе, если ее уже, скажем так, спишут? Отправят на пенсию? У нас еще такого случая не было, у нас только трагический случай был, то, что собака в речке утонула и все. Такого не было, чтобы собака по возрасту умирала. Ну, у них максимум, я думаю, 13 лет. Конечно, хотелось бы побольше, но собаке самой уже тяжело жить. Она уже мучается, она еле-еле передвигается. То есть получается, что фактически всю жизнь собака находится на службе? В работе, да. И это самая главная задача, что мы их сделали такими, они не просто так по улице бегают, гуляют. Это было ее предназначение. Да, предназначение. Совсем другая собачья жизнь уже получается. Да. Да. Ну что ж, Анжел, мы знаем, что Дэймон очень хочет нам показать какие-то команды. Не знаю, хочет он или нет, но мы очень хотим увидеть, что он умеет делать. Да, мы вас тогда приглашаем пройти вот в эту зону, где вам будет более комфортно и удобно. Нельзя. Так. Дэнни. Дэймон. Апорт. Далеко ушли. Ай, молодец. На, Дэнни. Так. Хорошо, сидеть. Дэнни. Апорт. Хорошо, молодец. Зайчик. Нельзя. На, Дэнни, сиди. Зайчик. Ой, хорошо, молодец такой. Давай, вперед. А ну, стесняйся. Стесняйся скорее, стесняйся. Ай, как стесняется мой мальчик. Хорошо. Рядом. Сидеть. Хорошо, сидеть. Где мужчина? Где мужчина? Ай, такой мужчина, молодец. Хорошо. Служу России. Да. Ай, молодец, хорошо. Молодец.
Спасибо вам большое. Габи у нас Дэймон, тут, браво. Габи у нас тут Габи, да, оживилась. реагировала на Она это тоже всё. хотела какую-то активность или ей импонировало то, что делает Ну, Дэймон? импонировала, скорее всего. Она уже в таком возрасте, а ей лишние движения уже не хочется Ну, для нее делать. Дэймон же, по сути, наверное, еще совсем юный. Да. Иди сюда. Ну что ж, огромное вам спасибо, что сегодня нашли время, пришли к нам в студию. И, конечно же, мы благодарим вас за ту важную миссию, которую вы несете. Спасибо вам большое. И еще раз поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Спасибо. А у нас короткая реклама, не переключайтесь. Вик, насколько ты экстремал по 10-бальной шкале? Так, это какой-то тест? Нет, это просто мое любопытство. Ну, наверное, на 7 из 10. Ого, вот это ты смелая, даже очень. Ну, я, наверное, да, могу назвать себя смелой. Ну, я думаю, что сейчас все столько интересного, столько возможностей, хочется все попробовать. И вообще скучная жизнь, особенно в летнее время года, это не для меня. Ну, по крайней мере, хочется пробовать. А ты, может, хотя бы на роликах катаешься? Нет, на роликах не катаюсь. Ты знаешь, я предпочитаю более такой спокойный отдых экстремальному. И меня, например, не тянет особо к каким-то экстремальным, да, развлечениям. Но единственное, что бы я очень хотела попробовать и что мне очень нравится, это скейтбординг. Он популярен во всем мире. И я не уверена, что я бы все-таки решилась, потому что трюки там они какие-то выполняют. Это очень красиво. Но наблюдать за этим прям очень завораживающе, конечно. Я с тобой согласна. На самом деле освоить скейт – это задача не из простых. И, кстати, скейтбординг даже относится к экстремальному виду спорта. Но вот давай сегодня как раз начнем с того, что разберемся, что это за вид досуга и насколько сложно справиться с роликовой доской. Тем более, что сегодня у нас есть прекрасный повод, ведь с недавних пор скейтеры имеют свой официальный праздник. 21 июня во всем мире отмечается Международный день скейтбординга. И сегодня у нас в гостях Владимир Родионов, как раз представитель такого замечательного вида спорта. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. Расскажите, когда впервые вы встали на скейтборд и когда поняли, что это чуть больше, наверное, чем просто увлечение? Потому что, я так понимаю, вы очень тесно с ним связаны. Да, правильно понимаете. Путь к скейтбордингу у меня был очень долгий. Начиналось все с футбола. Ну, в принципе, как у всех у нас в республике. Да, то есть футбол, тэквондо, теннис. И потом я пришел как-то уже к скейтбордингу. Вот. И в целом как-то остановился, потому что почувствовал, что это мое, потому что начало очень много трюков получаться. Сразу и друзья, как бы компания хорошая попалась. Товарищи приходили к вам тоже на эфир несколько раз. Мы с ними начали развивать здесь у нас в республике уже движение не только скейтбордистов, но и велосипедный спорт, маунтинбайк. И так получилось, что вот и попадали на соревнования, ездили от нашей республики. Также еще магазин «Триал» нас спонсировал, и мы ездили на соревнования в Ставрополь, ездили в Краснодар, ездили и в Кисловодск. Ну, получается, у нас в республике довольно-таки активно развивается это направление. Ну, я бы сказал, что развивалось, потому что на данном... Уже не развивается. Сейчас как бы я вот просто уже прохожу и смотрю то, что, ну, есть молодые люди, но такого движения, как тогда, не было уже. А с чем это связано, как вы считаете? Почему поугас интерес? Честно, не могу даже. А площадки есть у нас в городе, которые позволяют заниматься да, этим кстати, на вот высоком уровне? Одна из проблем – это площадка. Мы когда начинали, мы построили эту площадку сами, ну и помогал нам Триал непосредственно. И мы начали там уже заниматься. Но со временем и обслуживание скейт-парка, и вообще территорию мы просили, выбивали более огороженную. Не получалось этого сделать. И своими силами что-то пытались сделать. Тоже как бы не получилось. Вот. В общем, у вас не было, по сути, ресурса, Да. да? Ну да, очень сложно в одиночку развивать, конечно, такое направление серьезно. А я так понимаю, что скейтбординг – это олимпийский, да, вид спорта? С некоторых пор, да. С недавних Уже, да. пор. Вот во сколько лет нужно начать заниматься, чтобы профессионально это стало
как бы, да, чтобы такую профессиональную карьеру сделать? Ну, это индивидуальный на самом деле подход, потому что пока не начнешь, не поймешь, нравится тебе это, нет, получается у тебя, нет. То есть тут я бы сказал, надо сделать школу, которая бы уже помогала детям становиться на скейтборд и уже таланты находить, так скажем. Ну, это прям вот с малых лет, Да, может быть, желательно- 5-6 или уже желательно более с подростковых? малых. Вот, в принципе, ничто не мешает. То есть есть защита, есть учитель, и тогда все отлично. Владимир, но это же очень небезопасный вид спорта. Недаром его относят к экстремальному, Это у нас любой вид спорта очень, кроме шахмат. да. Ну, а вот какая-то, наверное, специальная экипировка нужна, да, чтобы обезопасить себя? Для начального этапа, да, конечно. То есть, когда ребенок маленький, желательно, чтобы он был в защите, там, наколенники, налокотники, шлем. Тем более, если это, допустим, до 5 лет ребенок, желательно, конечно, защиту иметь. Вот. В дальнейшем уже, как профессионалы, они не катаются в защите, потому что она начинает Мешает. мешать. Да. Мгм. То есть сковывает движение, и уже не В получится. общем, чем да. легче, тем Тем лучше лучше. получаются Да, трюки. конечно. А как вы обучались этим трюкам? У вас был учитель, и вы как-то, может быть, смотрели где-то в сетях, я не знаю, в Ну, на интернете? тот момент выходили ролики, у нас российские ребята катались, они тоже выпускали ролики. Мы вот по этим роликам обучались, просто смотрели, как профессионалы уже, грубо говоря, катаются, и пытались повторить. Мгм. Вот. И сами как-то что-то научились. Вот. Мгм. Ну, я знаю, что чуть ли не единственный, или, может быть, один из немногих таких топ-спортсменов очень высокого уровня, входящих в мировую элиту, это Максим Круглов. Вы вместе с ним, насколько я знаю, обкатывали площадку в Ессентуках. Вот можете поделиться этим опытом, да, и, может быть, что-то вы от него переняли, да, в такой профессиональной сфере? Да, конечно, когда катаешься с ребятами такого уровня, естественно, хочется повторить то же самое, что и он, то есть повторить его движение в той же рампе или в радиусе, неважно. То есть хочется стать с ним на одну ступеньку, тем более человек на тот момент был уже чемпион мира по скейтбордингу, и ну, было очень атмосферно. Человек очень простой, никаких у него закидонов не было вообще. Объяснял все, что спросишь, сразу объясняет. Все, Ну, просто профессионал, Да. профессионал своего дела. ну и скромный Мгм. парень. Это, я думаю, что очень ценно. Да. Ну что ж, помимо скейтбординга, у нас, в принципе, в городе развиваются и другие трюковые виды спорта. Наши корреспонденты сняли об этом сюжет. Давайте вместе посмотрим. В наши дни роллер-фристайл становится все более популярным. Сегодня это не только вид активного досуга, но и олимпийский вид спорта. В городах России открываются школы, а также организуют соревнования. Можешь, пожалуйста, рассказать, как ты начал кататься на роликах? Впервые я стал на ролике в 3 года. Мама поставила. Начал заниматься профессионально. Уже 16 лет. Вот, пришел в это место. Начал с друзьями кататься поначалу. Потом начал уже поднимать уровень, скилл, ездить по соревнованиям. Стал 3-кратным чемпионом России. Глядя на роллеров, перехватывает дыхание. Скорость, учащенное сердцебиение и незабываемые эмоции. Это лишь малая часть того, что чувствуют спортсмены, катаясь на роликах. Сейчас во Владикавказе немного роллеров, но они увлеченно тренируются и продвигают любимый вид спорта. Что ты можешь рассказать именно об этом виде спорта? Этот вид спорта, он довольно-таки появился недавно. Был просто спорт, а стал олимпийским видом спорта. С 2016 года он стал олимпийским видом спорта. Занимаюсь им не только я, мой брат. Так это вот в этом городе, да. Так как лететь на роликах требуется быстро, не исключено появление травм. Чтобы этого избежать, для начала требуется кататься в защите, а также соблюдать некоторые правила. Это травматичный вид спорта или нет, как ты считаешь? Ну, в каждом спорте есть свои травмы, конечно же. Мы катаемся в защите постоянно. Главное — успехи, без падения от успеха. Правильное обучение начинается с правильных постановок ног. То есть ноги не должны быть расхлябаны.
Не хотелось бы расстраивать зрителей, но делать сальто и трюки, как наши герои, сразу, конечно же, не получится. Прежде чем приступать к выполнению каких-либо сложных движений, нужно овладеть базой, поворотом, торможением и спуском. Что ты можешь сказать насчет трюков? Есть ли у них, может, какая-то классификация? Классификация, ну, они все одинаковые, просто сложность меняется. Начиная от сальто, это уже уровень высокий. А базовые элементы, они везде базовые. Если человек очень сильно будет стремиться, то он научится буквально за полгода делать то, что делают мастера. Техник и нюансов в этом виде спорта очень много. Главное – правильно овладеть ими, и тогда спокойно можно нестись навстречу ветру. Мадина Тимирканова, Давид Битиев, Бимбулат Зуцев, телекомпания «Осетия и Ристон». Ну что ж, пока мы смотрели сюжет, к нам присоединился уже наш следующий гость Георгий Егоров, чемпион России по даунхилл горному маунтинбайку. Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Георгий, спасибо, что сегодня пришли к нам в гости. Расскажите, как вы пришли к такому экстремальному виду спорта, как начали им заниматься? Пришел на самом деле весьма постепенно, то есть поскольку занимаюсь велоспортом, у нас в городе было 3 секции по шоссейному велоспорту. Это весьма безопасный вид спорта, но тоже с велосипедами. Занимался и в течение, наверное, 4 лет понял, что не хватает какой-то перчинки. Адреналина вам нужен был. Да. С взрослением понял, что хочется какого-то, наверное, экстрима, каких-то трюков. Я начинал даже на шоссейных велосипедах делать трюки. Вот. И плавно перешел к горному маунтинбайку, где уже велосипеды более подготовлены, то есть техника уже более серьезная, она рассчитана и на прыжки, и на трюки. Ну, плюс у нас очень сильно располагает рельеф. То есть у нас в Осетии очень прекрасные места, красивые горы, где можно заниматься горным маунтинбайком и летом, и даже зимой. Вот для этого как раз-таки у нас площадки имеются, да? Причем природные. Ну, вот, кстати, в плане именно специализированных площадок, к сожалению, у нас такого нет, и очень бы хотелось, чтобы когда-то у нас появились именно байк-парки. Примером можно привести байк-парк «Горки город» в Сочи, ну и так далее. Но у нас есть так называемый фрирайд, что в переводе как свободное катание. То есть человек просто находит какую-то зону более-менее комфортную, например, горнолыжную трассу летом. То есть она же, по сути, тоже как дорога с канатной дорогой тоже. И там можно кататься летом, осуществлять фрирайд, свободное катание. Здорово. Владимир, но насколько мы знаем, вы тоже занимаетесь велосипедным спортом. Да, я также не остановился на скейтбординге, как и на футболе, на всем остальном. И вот мы с Георгием как раз подружились на теме маунтинбайка. Также мы с ним и ездили на соревнования, открывали трассу одну. И довольно-таки тоже продуктивно так. Вот Владимир нам рассказал секрет, пока шел наш сюжет, что, оказывается, Георгий, который герой нашего сюжета, ваш ученик. Да. То есть, получается, вы и на роликах катаетесь? И на роликах тоже катался. То есть я прошел все этапы и понял, что мне нравится, что мне не нравится. Остановились на скейте? Ну да, по большей части да. То есть даже вот сегодняшний праздник, если получится сегодня, то пойду покатаюсь. То есть мы так понимаем, вы обучаете, получается, да? Когда просят, да. А так? Вот вы сказали о том, что участвуете в соревнованиях активно, призеры, победители многих турниров. А как проходят соревнования именно по скейтбордингу? Можете нам рассказать, как вас оценивают? Да. Соревнования происходят несколько этапов, то есть это свободная практика, опять-таки. Ребята приезжают, прикатываются к рампам. Дальше идет jam session, то есть несколько трюков. Эти все трюки оцениваются судьями. И дальше уже лучший трюк. То есть выбирается одна фигура в парке, и на ней ставится лучший трюк. Опять-таки судьи решают, кто победил. Вот чтобы попасть на Олимпиаду и стать участником, что нужно? Пройти несколько таких высоких турниров и стать там победителем-призером? Да, я думаю, что надо начинать как минимум со своего региона и дальше двигаться в более крупные города, выступать на более масштабных соревнованиях. Тогда тебя заметят, и, я думаю, рано или поздно попадешь в олимпийскую сборную. А вот у меня такой вопрос. Георгий сказал, что маунтинбайк, в принципе, я так понимаю, круглогодичный, да, вид спорта. То есть вы и зимой можете кататься на нем?
По сути, да. На самом деле он, конечно, сезонный, но те, кто очень сильно любит велосипед, могут и зимой Они могут и покататься. зимой Кто кататься. очень Да. сильные экстремалы, Ну, тем более у нас, в наверное. принципе, такие зимы, что иногда, наверное, позволяет. А что касается скейтборда, это чисто летний вид спорта? Все зависит от желания, на самом деле, потому что и зимой хотелось кататься, и поэтому мы находили парковки, что-то крытое, и выходили в холод зимой, катались, не упуская ни одного шанса, чтобы чему-то новому научиться, на самом деле. А погодные условия располагают? Ну, не знаю, лед, допустим, вот как для скейта? Так нет, мы же под навесом с чем-то, там, парковка подземная или еще То есть куда-то. специальная площадка вам для этого нужна, да, все-таки оборудование? Вообще мы искали всегда, то есть мы пытались найти новое место, где можно будет зимой перезимовать, так скажем, покататься зимой на скейтборде. А в целом, да, скейт-парк должен быть закрытым, как минимум, чтобы могли дети и уже взрослые, так скажем, кататься и круглый год. Мгм. А какие проекты впереди? Может быть, какие-то турниры или планируете открывать какие-то новые площадки? Что-то есть вот в планах в ближайшем будущем? И что касается, да, тоже нашего региона, может быть, что-то будете устраивать тут? На самом деле есть что добавить. Именно как в планах такого нет, но очень бы хотелось приобщить. У нас сейчас идет активное строительство Алания парк на Лысой горе. И это очень классное место как раз вот для горного велоспорта. То есть там также будет и канатная дорога, и было бы очень-очень здорово, если бы там сделали пару велодорожек специальных, то есть велотрасс, где можно подняться на канатной дороге и Спуститься потом, да, по уровню и зеленые трассы, так называемые, это для совсем новичков, и чуть более сложные, там, красного, синего уровня, чтобы уже более опытные райдеры тоже могли получить какое-то удовольствие. Ну вот я слышу, что вы говорите дети, взрослые, ну вот с кем вы сталкивались, кто встречался вам, да, по воле судьбы, по вашему спорту, самый, наверное, такой взрослый человек, который занимался вашим видом спорта? Да, это было в Питере. Я встречал дедушку лет, наверное, за 60, с бородой, он был такой седой. И вот как раз были соревнования, он приехал на скейтборде, просто посмотреть, но он как бы трюки уже не делал, но он на скейтборде был, да, и я удивился, и все с ним фоткались, как бы. Недавно к нам в республику приезжали наши знакомые, у них ребенок, ему 4 года, и он тоже на скейтборде. Уже катается? Вот, да. Уже по чуть-чуть его учат. И трюки, наверное, какие-то выполнял? Ну, Самые он с хотя маленьких примитивные. парапетиков спрыгивает, но под присмотром. Уже для 4 лет серьезные трюки Я думаю, что достаточно. я бы не смогла спрыгнуть с Я парапетика. с тобой согласна. Ну что ж, мы желаем, чтобы к вашим видам спорта приобщалось, присоединялось как можно больше людей, чтобы были созданы условия, которые позволяют вам развиваться, потому что я так понимаю, что потенциал у нас есть, и мы вам желаем его реализовать в полной мере. И еще раз поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Спасибо большое. Отметьте его хорошим катанием сегодня. Постараемся. Спасибо. У нас небольшая реклама, оставайтесь с нами. Мадин, ты знаешь, недавно, прибираясь дома, я нашла старые семейные архивы и настолько погрузилась в эту атмосферу. Я понимаю, что сейчас люди, конечно, фотографируются гораздо чаще, чем раньше, но зато раньше это все собиралось в целые альбомы, которые можно было сидеть, перелистывать. Я думаю, это был такой отдельный вид досуга. Вообще интересно, сейчас кто-то еще собирает фотографии, печатает, хранит их в альбомах, как раньше, или сделал селфи для соцсетей и хватит на этом. Ну вот, кстати, о селфи. Сегодня, между прочим, именно его день. Да. И знаете ли вы, что первое селфи было зафиксировано в 1839 году, и оно называлось селфи-дагеротипия Роберта Корнелиуса. Это самая ранняя сохранившаяся автопортретная фотография, которую сделал филадельфиец Роберт Корнелиус. Вот, при помощи французского изобретения этот молодой человек
изготовил свой автопортрет. И для этого ему нужно было оставаться неподвижным в зависимости от интенсивности окружающего освещения во время выдержки от 3 аж до 15 минут. Это тебе не то селфи, которое делается Да, сейчас. это точно. Вот. Но если мы сейчас посмотрим на плазму, у нас еще есть первое групповое селфи, которое делают такие достаточно респектабельные мужчины в количестве 5 человек на одной из крыш Нью-Йорка. И это первое групповое селфи, которое было сделано в 1920 году. Вот видите, как интересно, что у них в итоге получилось. Сейчас, конечно, все это шагнуло далеко вперед. Да, сейчас все уже немного по-другому. И селфи, конечно, уже прочно вплелось в нашу жизнь, вообще как отдельный вид искусства, на мой взгляд. Но я бы сегодня хотела, чтобы мы поговорили о настоящих фотографиях с настоящей фотокамеры настоящего профессионального фотографа. Именно поэтому сегодня у нас в гостях фотограф Борис Тменов, которого мы приветствуем и приглашаем присоединиться к нам. Борис, проходите, Здравствуйте. присоединяйтесь. Очень рада вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что нашли для нас время, потому что я знаю, что у вас достаточно плотный график в вашем творчестве. Фотографы такие, да. Все-таки не все хотят селфи, но отдают, наверное, предпочтение более профессиональным фотографиям. Вот сегодня наверняка мало кто с детства мечтает стать фотографом и прямо осознанно идет к этой профессии. Да? Скорее в это приходит больше через хобби, через увлечение. Вот как начинался ваш творческий путь, расскажите. Мой путь как раз-таки начался через хобби. Я вот уже в этом году 9 лет, ровно 9 лет, я даже дату помню, 19 июля 2013 года, когда я взял камеру впервые в руки. И вот я занимался горным туризмом, ходил по горам с друзьями, походной деятельностью занимались. И то есть постоянно мы пребывали в каких-то замечательных локациях, в каких-то состояниях замечательных, и хотелось это все фиксировать. Руки сами тянулись к фотоаппарату. Да, ну, телефон все-таки не позволял создавать того, что хотелось, и вот пришлось купить камеру, и отсюда все пошло-поехало, и увлечение плавно перетекло, в общем, в профдеятельность мою. То есть вы самоучка, учились сам? Абсолютно, да, самоучка, учился немножко по интернету, в большей степени по книгам. Оказывается, в книгах тоже очень много полезной и толковой информации, которой большинство людей пренебрегают. Но, да, это позволило мне развиться и стать профессионалом. Но я считаю, наверное. что позволило развиться очень круто, потому что, глядя на работы Бориса, я хочу сказать, что он не фотограф, он художник. Спасибо. Стопроцентный художник, потому что, ну вот просто посмотрите на эти работы. Столько смысла в них, да, столько творчества вы вкладываете в каждую свою работу. Кто или что вас вдохновляет? Они настолько интересны. Это не просто фотографии людей, да, там где-то что-то. Ну, они несут какую-то мистику. Коллега, да, ваш коллега. И я думаю, что это прям портреты, даже прям картины, можно их вешать на стену. Ну, да. Что вас вдохновляет? Что вдохновляет? Вдохновляют люди, вдохновляет музыка, кино, книги. То есть как раз-таки это огромный просто источник полезной и информации, и вдохновения. Поэтому крайне рекомендую всем читать больше книжки, музыку хорошую слушать и смотреть кино. Ну и непосредственно сами люди. Порой бывает такое, что, глядя на человека, ты видишь, ой, ты Коста, я хочу вот сделать Образ Коста. уже Да, видите, и вот да? мы создали. Вот в ближайшем будущем, я надеюсь, у меня получится. И есть персонаж, которого я увидел, и увидел в нем Винсента Ван Гога. Да, и то есть, да, что-то интересное должно будет получиться. Правда, я не знаю, когда это все получится, но будем надеяться. Но у вас Мы постоянно ждем с какие-то новые нетерпением. какие-то проекты, то у вас сказки, да, то какая-то мистика, то вообще интересно был проект с головными уборами. О, да, это не проект, это просто какие-то идеи, которые рождаются в голове, и ты быстро бежишь к себе в студию, зовешь кого-то друзей и начинаешь экспериментировать, и в результате чего что-то хорошее
интересное получается. А дальше уже это все начинает развиваться до там, размеров и масштабов проектов. А так это, ну, я это воспринимаю как просто идеи и не более. То есть вообще больше предпочитаете портретные съемки, да, я так понимаю? Ну, я еще, наверное, я не знаю, как это. Это сложный момент, потому что, если даже обратить внимание на мою деятельность, да, я фотографирую много всего, да, я и природу люблю, и ночное звездное небо, и детей, и взрослых, и портреты, и вот абсолютно жанры, да, вот несколько лет как начал какими-то предметными, рекламными съемками заниматься, это вообще отдельный новый мир какой-то. И я не могу сказать, что я сконцентрирован на чем-то одном. Конечно, да, основа моя — это, наверное, портрет. Ну, это то, что лучше всего у меня получается, то, что я уже много лет фотографирую, и то, что в большей степени, наверное, вдохновляет меня, ну и людей, которые являются моей аудиторией. Как-то так. Вот, кстати, говоря о проектах, вы не так давно тоже, может быть, это был первый для вас опыт или нет, вы снимали постер, афишу для балета «Парфюмер» Валерия Суанова. Да. Вот расскажите об этом опыте. Я присутствовала тоже на этих съемках. Очень было интересно для вас это передать характер не самого человека, а персонажа, которого он играет. Вот насколько это сложно? Ну, знаете как, это будет сложно в том случае, если ты будешь не подготовлен. Я же ходил на репетиции, ну, для меня это важно было, да, я перечитал Патрика Зюськина, да, вот, ну, То есть, чтобы сделать несколько снимков, вы вот так да, конечно, в процессе, я пересмотрел фильм, замечательнейший фильм, если честно. То есть подготовиться, пропустить через себя, естественно, послушать Валерия Суанова, что он скажет, да, потому что от него это его постановка, его видение, да, и мы должны это все как-то совокупить, в результате чего нам нужно получить что-то интересное. То есть в результате этого получилась вот такая вот афиша, какая получилась, да. Мне она тоже нравится. Афиша получилась шедевральной. Да, ну неудивительно, такой серьезный подход, как оказалось. Ну, к такой работе такой подход, да. Мне самому нравится, мне самому нравилось присутствовать, находиться, пропитываться всем этим, для того, чтобы результат был соответствующим. Борис, вот скажите, мне интересно, вы, в принципе, увлекаетесь точно так же, как с чего вы и начинали, фотографировать природу и особенно ночное небо. Как у вас это получается? Вы обрабатываете фотографии или это просто надо знать хитрости, чтобы как-то особенным образом фотографировать эти звезды? Вот в плане ночной съемки, да, съемки ночного неба звездного, здесь очень много каких-то споров, дискуссий возникает у людей, особенно у непосвященных. Многие думают, это фотошоп, это там еще что-то, сколько-то версий, просто неимоверное количество, но все гораздо тривиальнее, проще. Ну, в основе это все-таки технический нюанс стоит какой-то, да, это длинная выдержка, светосильные объективы, полноматричный фотоаппарат, да, и подходящие погодные условия, чтобы Луны не было на небе, и тогда мы сможем Млечный Путь хорошо, красиво зафиксировать. Но, естественно, как и в любой пейзажной фотографии, нам нужен бывает живой передний план, средний план, да, чтобы не просто скучное небо какое-то было, а интересно. И да? вот вы ходите в поисках этих планов. Да, порой приходится, то есть на локацию еще засветло приехать, ну, нужно бывает в любом случае. И потом, для того, чтобы сделать один удачный кадр, который вы, допустим, можете увидеть у меня в Инстаграме, у меня уходит целая ночь. То есть я всю ночь бегаю туда-сюда, в суете, ругаюсь, то, что ничего не получается. Ну, это у всех, наверное, творцов так бывает. И в итоге, да, собираю материал, в конечном итоге, сидя дома, листая, от силы 2-3 кадра бывает с целой ночи. Так обычно за ночь один кадр получается. Ну, такой сложный процесс, но... какой сложный он к этому кадру? Очень интересно. В этом все-таки есть какая-то романтическая составляющая, когда только вот этот небосвод и ты, всем остальным дела до тебя нет. Они сидят, лежат в машине, что-то там отдыхают, у костра что-то кушают.
а ты бегаешь себе на горе, Дворец. стоишь. Ну, как художник Да, настоящий. с этим штативом, ну, что-то в этом есть, прям, не знаю, мне это очень нравится, по крайней мере. Не знаю, Ну, как раз уж другим. сегодня день селфи, мы предложили нашим, вернее, спросили у наших жителей, где они в нашем городе больше всего любят делать такие себяшечки, если говорить на русском языке. Давайте посмотрим. Нигде не люблю сниматься и фотографироваться. Лучшее место во Владикавказе – это проспект, парк. Много каких мест есть. Люблю набережную нашу, фотографировать внуков. Сама часто фотографирую. У нас очень красивая набережная. Я думаю, что лучшие фотографии можно сделать непосредственно на природе, где-нибудь в горах, в Пиагдоне. Также, мне кажется, у нас любое место прекрасно, и его можно украсить собственной персоной. В Осетии очень много мест, практически каждое место. Вот даже вот здесь можно сфотографироваться на фоне неба. Посмотрите, сегодня вообще природа изумительная. Мои самые красивые фотографии были сделаны в Дегорском ущелье. Также очень красиво у нас национальная библиотека, там тоже можно сделать классные фотографии. Каждый уголок во Владикавказе – это лучшее место для селфи. Наверное, в парках, где много зелени, где много цветов, где хороший свет, когда солнечная погода. Делать селфи везде, потому что у нас очень красивый город, и где бы их ни делать, они получаются прекрасные. А где больше всего любите в городе фотографировать вы? Наверное, в своей студии. Все-таки студийные съемки, да, предпочитаете каким-то Нет, городским я локациям? абсолютно никак не привязан ни к студии, ни к каким-то локациям. Где как получится. Иной раз просто проходя... Еще многое зависит, конечно, от времени года. То есть мы понимаем, да, весной у нас какие-то места по-особому красивые, да, сирень, цветы, вот сейчас розы у кого-то около, в палисадниках начинают цвести, расти. Соответственно, там можно взять и то же самое селфи. Но осень у сделать нас не красиво. менее красочная. Осень в горах, осень в городе, да, в парке, где угодно. То есть мест уйма, просто главное их увидеть под ногами, поднять голову вверх, и мы увидим, что везде можно фотографироваться, абсолютно везде. Везде красиво. Да. А что касается фотографий, почему на некоторые снимки смотришь, и это просто картинка, да, ты воспринимаешь только картинку, такую бездушную, можно сказать. На некоторые снимки ты смотришь, и они как будто живые, как будто они хотят что-то тебе сказать, как будто в них столько эмоций, что ты это чувствуешь даже, да, вот через эту картинку. Вот от чего это зависит, как вы считаете, как профессионал? Здесь один основной, самый важный фактор, который, мне кажется, это душа автора, которую он вложил в свою работу. Соответственно, если подход к работе, да даже не только к работе, да, если человек делает это так, не особо задумываясь, да, нехотя как-то, да, из-под палки порой, естественно, мы не получим ни шедевра, ничего. Если же человек на энтузиазме, да, просыпается в 3 утра, чтобы пойти в 4 пофотографировать с этим рассветным красивым светом, естественно, он с душой. Ну, это, допустим, что касается природы. Там оно само по не себе только природы, все даже пейзаж. А если касательно портрета, здесь все гораздо сложнее. Здесь все гораздо сложнее, потому что когда я еще начинал добрых 9 лет назад, тогда я начал смотреть на работы каких-то фотографов, мастеров, да, и я не мог понять, почему вот их портреты, не дышащие называются, да, вот они как будто дышат, вы смотрите в глаза, да, этого человека, и он говорит с вами. Это уже творчество, это очень похоже на работы живописцев, да, по которым нас заставляли в школе писать сообщения, да, там изложения, сочинения и прочее, да, вот ставили перед нами картину, и вот что вы видите, какие у вас ощущения вызывают. Соответственно, если сейчас мы бездушную фотографию поставим и дадим такое задание, никто ничего не напишет. Вот тогда я задумался,
этим вопросом и поставил перед собой целью: я хочу точно так же. И я не знаю, как так получилось, но у меня начало получаться. Все-таки это требования к себе, это изучение вообще всего, что связано не только с фотографией. Я понимаю, что все-таки фотография — это производная, да, от изобразительного искусства, да, и, соответственно, нужно вдохновляться работами живописцев. Оттуда наши ножки, как говорится, растут, и корешки. И поэтому смотреть, вырабатывать чувство вкуса у себя, и со временем, в общем, как-то должно получиться. Ну, что мы видим на вашем примере, и как да. приятно наблюдать, когда человек настолько увлечен своей профессией, и в ваших работах как раз это чувствуется. Спасибо большое. Вам спасибо большое, что уделили время, сегодня пришли к нам в гости, очень были рады вас видеть. Спасибо Вам большое, желаем спасибо. процветания, еще больших успехов творческих, чтобы ваши портреты украшали наш город. Спасибо. Что ж, эфирное время наше, к сожалению, подошло к концу. Нам пора прощаться, но ненадолго, а всего лишь на неделю. Да, с вами было дневное шоу «Канарейки». Увидимся через неделю. С вами были Мадина Русланова и Виктория Будаева. Всем пока. Пока-пока.